Наша съемочная группа находится на территории села Тхина. Именно здесь, на одном из участков жителей села, и были найдены, как предполагают ученые, останки кита цитадерия. Сейчас здесь ведутся археологические раскопки для того, чтобы исследовать и изучить данный артефакт. Как предполагают местные ученые, найденные позвонки – это останки кита цитатерия. Они были обнаружены во время полевых работ на одном из участков жителя села Тхина Беслана Шингба, его сыном Шаруаном. Фрагменты костей заинтересовали мальчика. Здесь большую роль сыграла любознательность подростка. Он внимательно слушал педагога по биологии в школе и запомнил, что окаменелость может наблюдаться только у древнейших организмов, когда-либо существовавших на Земле. После такой необычной находки мальчик попросил отца обратиться к местным ученым. Мы работали в речнике, и когда я возвращался, я заметил, что из земли торчит красивый камень. Когда я подошел, я заметил, что он напоминает позвонок. Когда начал копать, я заметил, что это окаменелый позвонок. Так как мы учили биологию, нам рассказывали, что для того, чтобы кость окаменела, нужно миллионы лет. И я понял, что это очень древнее животное. Я думал, что это пещерный медведь или, скажем, динозавр, мамонт, но папа отнес в музей, и он сказал, что это кит. Как предполагают ученые, миллионы лет назад вся территория Абхазии, да и весь Кавказ были покрыты морем. Здесь располагался древний океан Тетис, в котором и обитало крупное морское животное кит цитатерий. Археологи, которые приехали на место находки, обнаружили дополнительные фрагменты позвонка, подтверждающие их гипотезу принадлежности останков киту цитатерию. По словам заведующей отделом природы Государственного музея Таисии Алании, к сожалению, найденные позвонки не первичное залегание останков, а перенесенные фрагменты. Кит цитатерий – крупное животное морское, которое обитало в это время. Его останки известны на территории Абхазии. Вот в селах Джурхуа, в селах Куланурхуа были найдены целые... В Джурхуа, например, было найдено целое кладбище кита цитатерия. Вот, и эта находка тоже очень интересна, но, к сожалению, это уже не первичное залегание останков, а перенесенное. Здесь когда-то работали ковшом. Экспедиция в село Тхина Чемчирского района была организована по инициативе заместителя министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батала Кобахия, который также отметил большой интерес к находке абхазских ученых. Достаточно редко поступает сигнал от местных жителей или слишком поздно поступает о том, что где-то что-то было обнаружено, неважно, это артефакт культурного наследия или это артефакты, связанные с природой. Но тут, конечно, интерес для нас очень большой представляет, для музея это новая находка. У нас уже были такие находки, вам, наверное, говорили, Куланурхуа, и там китообразный, позвоночник китообразный. Просто на месте мы посмотрели, он уже со следами окаменелости, там закремневел. Явно, что это очень древнее. В принципе, с этим как бы все нормально, все ясно. Конечно, я думаю, что музей подумает о том, чтобы... К сожалению, есть такой термин «инситу» на своем месте. Данные костяки были найдены не на своем месте, а на отвале после перекопа. Есть смысл, конечно, покопать. Было бы, конечно, замечательно, если бы обнаружили больше фрагментов. По словам ученых, исследования места, где были найдены уникальные останки, будут продолжены. А после того, как ученые удостоверятся в том, что это останки древнего кита цитатерия, они будут включены в палеонтологическую коллекцию отдела живой природы Государственного музея. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.